части. У нас тоже готовится сайт и визуализация этого проекта, которая может рассказывать на различных туристических выставках, в правительственных встречах о том, что такое туризм Дальнего Востока, и знаменитые туристические маршруты, ну и вообще популяризировать наши поселения, наших людей, коренные малочисленные народы в том числе. Для нас это тоже очень важно и приоритетно. Что я хочу еще отдельно сказать вам всем от почты, что этот флешмоб, он особенно подчеркнул Всемирный день почты. Вообще в нашей стране принято отмечать День почты всероссийский. Он отмечается в июле, во второе воскресенье июля. А вот Всемирный день почты, наверное, до этого события в этом году на Дальнем Востоке был, может быть, даже не так известен. И вот эта возможность присоединиться к вашему флешмобу его, конечно, еще больше поддержала, и теперь Всемирный день почты еще более известен. Оргкомитет предложил нам присоединиться и в следующем году, поддержать эстафету, и мы, конечно, это сделаем, поможем популяризовать флешмоб через все почтовые отделения. На Дальнем Востоке у почты 2100 почтовых отделений, и открытки могут везде поступить. Вот рада, что они на Камчатке были, могут также доехать до Якутии, Амурской области, Приморья и Хабаровска, других наших, конечно же, регионов Дальнего Востока. Со своей стороны будем рады, если оргкомитет выйдет на руководство Почты России и для рассмотрения того, чтобы почту, флешмоб, эту акцию включили и в другие регионы нашей страны, которые, конечно, тоже подключат свои почтовые отделения и своих людей. Екатерина, спасибо большое. Но меня как гражданина России приятно порадовала четкая работа почты. Ну, есть скепсис, да, ведь мы, ни для кого не секрет, мы живем в нашей стране и видим каждый день нашу жизнь. У меня была такая скептическая нотка, мол, с острова Беринга, когда это дойдет. Но когда это пришло через 10 дней в Пермский край, а через 7 дней мои знакомые в Новосибирске уже держали открытку в руках, звонили мне, говорили: Ильдар, мы получили. Я был не просто удивлен, но я был очень рад этому. Почта работает, система работает. И это вот хороший показатель. Но еще 3 момента, пользуясь случаем, Екатерина, после вашего выступления хотел обозначить на будущее. Ну, во-первых, праздников чем больше, тем лучше в нашей стране, я думаю, да? Поэтому мы можем рассмотреть вопрос, праздновать Всероссийский день почты в июле и Всемирный день почты. Мы будем только рады. Во-вторых, я думаю, я уверен, что люди, которые сейчас участвуют и занимаются туризмом, обратили внимание на ремарку очень важную. Почтовые маршруты, потому что это дает возможность действительно изучить нашу страну, не только посещая какие-то туристические аттракции или столичные города регионов, но и самые дальние отдаленные точки. Ну, например, в предстоящей неделе мы едем на север Пермского края. Туда мало кто доезжает, но именно эксклюзивность вот этих мест и открытость людей, которые живут там, она, на взгляд многих экспертов, может стать вот таким вот важным при выборе места, куда поехать, где провести свой отпуск или время, или получить какие-то новые знания. То есть вот такие вот наблюдения, которые, я надеюсь, мы тоже вместе разовьем с туристическим сообществом и совместно с Почтой России. Ну и третий момент – это 2024 год, уже рядом, мы не успеем даже глазом моргнуть, как говорится, да, то уже Новый год придет, 24-й. Это 300 лет со дня начала Камчатских экспедиций и подписания Петром I именного указа. С корпорацией «Гознак» мы ведем сейчас уже активные переговоры о создании продукции, медали, монеты. Ну и Почта России, я надеюсь, тоже будет нашим партнером добрым в создании вот именно почтовой продукции, открытки, конверты, марки, связанные с юбилеем. Это процесс, который требует времени, усилий, креатива, но все решаемо в нашем мире.
Это Екатерина, точно. 300 прекрасно лет – это сегодня, да? серьезная дата, и я думаю, почта с удовольствием поддержит и эту инициативу, и это событие, потому что, как я уже сказала, для людей именно почтовая продукция вот остается неким символом таких значимых событий. Люди коллекционируют, обращаются, изучают историю, передают в семьях друг другу собранные марки, открытки, конверты, издают свои альбомы. Вот я, работая на Дальнем Востоке, знаю в каждом регионе людей, и это не просто какие-то клубы коллекционеров, это люди, которые очень серьезно относятся к тому, чтобы по мотивам собранных открыток затем издавать книги, издавать учебные пособия, прослеживая имена и художников, которые создавали эти открытки, и фотографов. То есть это определенный носитель, вот, как сказала Елена, который показывает ценность самой истории, потому что открытка ее сохраняет. И этот носитель не выцветает, не погибает, он бережно хранится, а это уже говорит не только да, об информации, которая на нем есть, это говорит еще и о культуре, и о воспитании. Спасибо. Лада, вам слово. Представляйте следующего участника. Последний и самый главный, да, человек. Дмитрий Иванович Соловьев, директор исторического парка и директор якутского отделения РГО. Добрый день, уважаемые друзья. Мне, конечно, приятно сегодня присутствовать на этом телемосте, потому что я считаю, что присутствовали и стали участниками очень важного мероприятия в этом году, Международный день почты, когда, значит, мы все объединились, значит, одной идеей, и эта идея была как можно шире популяризировать подвиг, по сути, подвиг Витуса Беринга и его легендарной команды, юбилей его, с даты его рождения. И это, конечно же, важно, что к этой акции присоединился именно наш вот исторический парк, а нас всего, как вы знаете, 23 исторических парка в России. И я думаю, что эта система должна тоже реагировать на это мероприятие в следующем году, в котором мы планируем тоже деятельное свое участие активное принять. Я думаю, что в данном случае сошлись все звезды, и у нас есть такая поддержка мощная от Почты России, Дальневосточного макрорегиона и от нашего значит, филиала Федеральной почтовой службы в Республике Саха-Якутия, и Министерств культуры наших регионов. И, конечно же, вот эта поддержка со стороны этих институтов, она, конечно, не может не опираться на инициативу, вот вашу инициативу. И спасибо вам еще раз большое за эту инициативу, Ильдар Юнусович, коллеги из города Оса, руководитель города Оса и руководитель музея, которых мы сегодня видим. И очень приятно с вами сегодня присутствовать и такой проект продвигать дальше. Я думаю, что те открытки, которые мы здесь изготовили по отношению к Республике Саха-Якутия, этот проект будет стимулировать к тому, чтобы мы изготовили целый ряд открыток новых, которые бы и дальше популяризировали нашу и сделали наш регион все ближе друг к другу. Поэтому я с удовольствием рад возможности принять эстафету этой акции и сказать, что адрес этой акции будет город Якутск, улица Уткина, дом 5, исторический парк «Россия. Моя история» в Республике Саха-Якутия. Но еще надо сказать, что исторический парк и «Россия. Моя история» – это большая федеральная сеть во многих субъектов России, и думаю, что они тоже очень посещаемые, и там тоже может размещаться эта инициатива. Я, можно, немножко сейчас скажу одну мысль, которую я хотел сказать, там она в презентацию немножко не попала. Мы связываем
экспедиции Витаса Беринга и его связь с академическим отрядом как некий симбиоз науки. И у нас в Якутии во многом с Витасом Беринга связано очень много научных, инновационных вещей, которые он привнес. Потому что, по сути, сформировавшись как некое большое движение в осе, создав Якутск, взяв как форпост, который он провел целых 4 года. Для сведения, вы знаете, в осе он был чуть больше месяца. Но 44 вы дня. молодцы, да, но вы молодцы, что это дело очень хорошо цените, воспринимаете. Потому что я думаю, что очень много специалистов из Урала пришли в Якутию, и многие новшества они внедрили. И мы считаем, что тот академический отряд, который работал, это очень большое количество научных информаций, которые получили о народе, о природе, о флоре, о разнообразии. Здесь историки России Меллер, первый ботаник России Мелин, и человек, который внес большой вклад в географическое страноведение, это Степан Петрович Крашенинников, один из первых академиков и ректор Санкт-Петербургского университета. Это был такой уникальный сплав, это были все люди первый астроном, академик и так далее. Ну и я думаю, что раз у нас экспедиции назывались Камчатские, то когда-нибудь эстафета придет и на Камчатку. И надо нам тоже начинать работать, чтобы Петропавловск-Камчатский, который, по сути, мы можем считать городом-побратимом, который был создан после того, как отряды вышли, это, наверное, будет, следующий город, который нужно активно уже начинать сейчас обрабатывать. Тем более Михаил там Михайлович, губернатором является... позвольте тогда сразу сказать, я все-таки из бизнеса, и есть такое понятие, как сроки, да, вот, можем сразу же говорить о следующем 2022 году наступающем. Если все сложится правильно, 26 августа будет фестиваль, второй год, он называется «Камчатка, Россия, мир», поэтому все участники сегодняшней конференции, конечно же, добро пожаловать. Ну, я не то что превышаю полномочия, но я знаком с энтузиастами, которые организуют этот фестиваль, да, и они, конечно же, всегда рады гостям. Поэтому Камчатка, Мильково, Усть-Камчатск ждут всех, кто пожелает быть в августе. Август и сентябрь, Екатерина, вы подтвердите, да, это лучшее время на Дальнем Востоке, да, это, можно сказать, лето на Урале. Вот. Ну и я надеюсь, заканчивая наше вот это вот мероприятие сегодняшнее, я хотел бы перед тем, как отправить открытки и поставить штемпель, сказать, что вот то, что мы с вами делаем, и сегодняшняя встреча наша, это все, что наполнено позитивными эмоциями, хорошим настроением. И когда Елена Андреевна говорила об открытках, поступающих в адрес музея 154, я вам хочу сказать, что старший научный сотрудник музея Галина Ивановна Клыкова 9 октября по Всемирный день почты отмечала свой 70-летний юбилей. Я видел ее после этого, и мы сейчас с ней встретимся и отметим наше событие. Насколько много позитива она лично получила, и я думаю, что вот как раз вот этот вот заряд энергии даст еще больше, вот я сейчас говорю о конкретном человеке, да, даст еще больше городу Осе, потому что она неутомимо занимается этой темой уже достаточно много лет. И именно ей принадлежит инициатива организовать экспозицию, посвященную второй Камчатской экспедиции, единственной пока в нашей стране. Вот, поэтому эмоции позитивные, хорошее настроение – это то, что мы дарим людям. Смех и радость мы приносим людям, как в детской песне, детского мультфильма. Ну что ж, я предлагаю, друзья, завершить на позитивной ноте и согласно нашему регламенту. Юлия Альбертовна, пожалуйста, пожалуйста. Да, я тоже хочу открытки. Я тоже готова свой адрес сказать и готова всем направить, потому что вы правильно сказали, это удивительно получать открытки, перебирать их, понимать, какие люди это писали, что же этим стоит. Это правда удивительно.
удивительно. У меня всю жизнь, папа мне давал записную книжку, я должна была на каждый праздник, Новый год, 8 марта, примерно всем родственникам, это у нас было порядка 50 открыток, я писала каждому от руки, причем я должна была написать тетя Оля, дядя Федя, потом я говорила: папа, можно ли я буду писать дорогие родные? И мне когда-то в каком-то году было разрешено это делать. Поэтому я с удовольствием хочу стать тем же человеком, который будет рассказывать, продвигать, и также, в свою очередь, готова отправить всем участникам открытку от себя лично каждому. Поэтому очень прошу, сделайте, пожалуйста, нам такую опцию, чтобы мы внутри себя, кто хочет, обменялись своими адресами. Спасибо большое. Обязательно. Если не будет возражений, я предлагаю создать общий чат. Обязуюсь не перегружать его информацией, понимая, что мы живем в океане информации, безбрежном, да. Ну, самое частое 2 сообщения в неделю, но благодаря этому чату мы с вами будем всегда в курсе событий, как это развивается, потому что, ну, системность и периодичность – это то, что приведет нас к успешному флешмобу в Якутске и в Якутии в 2022 году. Ну, а теперь мы с Алексеем Вадимовичем, с Еленой Андреевной отправим из ОСы уникальную открытку, сделаем гашение. Алексей Владимирович, пожалуйста, вам, Елена Андреевна, знаете, как делать гашение? И не просто так, просто поставить. У нас есть уникальный 3D почтовый переносной ящик. Он к 340-летию изготовлен из ценных пород дерева. Мы, значит, здесь вот те письма и открытки, которые в переносном этом варианте получаем, передаем на почту. Этот ящик будет храниться в Осинском краеведческом музее. И для тех, кто занимается туризмом, хорошая подсказка. Люди, которые пройдут экскурсию в музее, купят открытки. Они поставят штемпель в музее, наклеят почтовые марки, которые мы приобретем в Почте России, да, и отправят своим друзьям хорошее настроение. Но здесь еще есть, конечно, глубинная часть. Когда придет открытка, все люди, мы сейчас говорим про ОСУ, обязательно вспомнят это место, наполненное самыми лучшими воспоминаниями, расскажут своим друзьям. Таким образом мы создаем образы городов. Итак, торжественный момент отправки открытки. Алексей Владимирович ближе чуть, да, Елена Андреевна тоже подходите ближе, чтобы было видно. Ну, поверьте, что здесь штамп будет стоять. Вот штампик. Ну что, в добрый путь, друзья, к новым открытиям, к новым впечатлениям, к новым открыткам. Я ставлю. Да. Да. Алексей Владимирович. Удачи. Добрый путь. Ну что, таким образом мы открыли путь нашему продолжению нового проекта «Флешмоб», который отправляется в Якутск вместе с открыткой. Мы желаем вам всем доброго здоровья, это в первую очередь самое важное, что у нас есть, прекрасного настроения, новых свершений, несмотря на те трудности, которые сейчас у нас. Мы победим. Несомненно. Да, До новых встреч. спасибо. До новых встреч. Спасибо всем за участие, особенно Почте России. И добро пожаловать в Якутск. Да, ждем вас. До свидания. Так, у нас должно быть общее фотографирование. Так, коллеги, включаем аватарки. Я сделаю принтскрин. Эльдар, Ребята, еще. они уже убежали. Не, мы пришли, мы здесь. Михаил Михайлович, спасибо большое. Я просто не понимал, что такое сделать общую фотографию. Оказывается, можно. Лена Андреевна, присаживайтесь сюда. Конечно, можно. Секундочку. Садитесь. Вот, еще ближе сюда. Вот. Вот так вот можно. Нет, вот. Так, коллеги. Так, а кто нас фотографирует? 3. Лена, можете, да? Сейчас, секунду. Так, ну ничего, у нас много возможностей. Я отправлю
Нусовича он отправит всем. Потом вот Мы так. отправим всем. Да, это тоже будет коллегам. первое Раз, послание в нашем общем чате. да, 3. Раз, два, 3. Все. Спасибо большое. Спасибо всем. До Спасибо. свидания. Спасибо всем. До свидания. Запись бросим. YouTube прямая трансляция сделана Округ ТВ телекомпанией. Recording